але у Гоского Буртьослы. Один профессор университета Татыны, Мунеги Валатажи. Владимир Емельянович, вы правда удмурт? Я говорю, да. Нет, вы прямо действительно вот настоящий удмурт чистокровный? Конечно, говорю. Но вы же умный. Я говорю, скажите, эти понятия не совпадают? А если вы хотите меня обидеть, то можете это сделать более талантливо. Ах, нет, нет, я не хотела, вот я вот там... Это профессор. Вот такое отношение иногда встречается у нас. Поэтому представляете, какая ответственность на вас лежит. Как нужно вообще работать, чтобы заставить с собой считаться. Один еврей мне рассказывал. Он написал диссертацию, принес на рецензирование своему соплеменнику, еврею, и когда пришел за рецензией, тот ему просто швырнул эту диссертацию. Он говорит, что так плохо? Нет, нормальная диссертация, диссертабельная. Но вы-то еврей, и вы должны в 2-3 раза лучше написать диссертацию, чтобы к вам не придирались. Вот какой подход. Евреи единственный народ в мире, который возродили свой язык, иврит, и сделали его государственным. А он ведь уже был кончился, его почти не было, а сейчас это государственный язык Израиля. А мы же часто жалуемся, что вот мы бы, конечно, понимаете, вот то соседи, то родители, то еще кто-то. Что сделал ты, чтобы свою родную речь, материнскую речь не потерять? Кстати, эстонские и американские психологи говорят, психологи, я им доверяю, если ты сразу перешел на чужой, другой язык, потеряв свой родной язык, не овладев им, это потом тебя может догнать. Ничего не хочу сказать. Задумайтесь, пожалуйста. Понимаете? А Маркс, который не модно цитировать, а умный был дедушка. Напрасно, так сказать, сейчас его как-то позабывают. А до Маркса, чтобы его покритиковать, надо еще дотянуться до его плеча. Понимаете? Он говорил так: сколько языков ты знаешь, столько жизней ты прожил. Он в 50 лет стал изучать русский язык. Один из самых сложных языков Европы считается. Почему считается? Потому что еще те не изучали удмуртский язык, мне кажется. Удмуртский еще посложнее. Я шучу, конечно, но вы знаете, финно-угорские языки очень непростые языки. Это и гармония гласных, и там вот такие вещи. Ну, вы можете подробнее об этом расспросить Алексея Андреевича. Он знает и венгерский, и финский. Как звучит? Тер малазис тенусконто, да? Терва тулва.